Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События сейчас, события с минуты на минуту, со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть важная и нужная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Здесь такое событие показано необычное. Вы как будто бы на колеснице мчитесь вперед. На колеснице. А колесница запряжена мужчиной. Какой-то мужчина вместо лошадки станет в колесницу и вас помчит вперед. Ну, очень похоже, что какой-то мужчина будет сильно стараться для вас, либо этот мужчина очень многое, сделает, там куда-то вас отвезет, поедет, решит ваши вопросы, либо станет тем, кто держит руку на пульсе для того, чтобы ситуация для вас была успешной, потому что колесница все-таки это успех, это достижение, это прорыв, это резкая, быстрая смена событий к лучшему. Благодаря мужчине вы на колеснице, и вы летите прям на бешеной скорости слева направо. То есть в правильную сторону летите, в свою сторону летите. Вам кто-то помогать будет, помогать, участвовать. Ну, либо вы кем-то воспользуетесь в своих интересах. Да? И человек, я так понимаю, совсем не против, наоборот, таки за. Ну, все в жизни бывает, и это тоже будет. Интересно показали. Но вы очень довольны. Вы очень довольны, вам легко, вам весело, вам интересно. И мужчинка просто молодец, кто для вас что-то делает, вам помогает. А мужчина и женщина одинаково предсказания. Еще показан какой-то разговор. Разговор может быть как личного характера, так и, например, телефон, по телефону, где вас будут убеждать в чем-то плохом. Ну, допустим, вам будут говорить, что а вот ты знаешь, а у тебя ребенок плохой, не слушается, либо там чем-то занимается, либо у тебя муж гуляет, либо у тебя жена гуляет, а ты там мне должна, а ты мне должен, вот какие-то гадости будут говорить. И вам буквально придется отбиваться от этого человека. Звонок от недоброжелателя, можно так сказать, либо от того, кто действительно хочет посеять сомнения в вас, довести вас до полуобморочного состояния, либо внести рассорку в вашу семью, в ваши отношения. Ну, такой, знаете, в кавычках доброжелатель-недоброжелатель. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Явно это все неправда, явно здесь пытаются хоть каким-то образом вам навредить. Не верьте анонимам, не верьте всяким неизвестным смс-кам с неизвестного номера, либо каким-то искусственным голосам. Опять же, смотрите, может быть такая еще ситуация в наше время, могут даже как сгенерировать голос, вот этот искусственный интеллект позволяет генерировать голоса тех, кого вы знаете. Вот мне идет, что какой-то мошенник этим занимается, либо человек занимается мошенническими действиями с целью вам навредить, отомстить за что-то, либо рассорить мужа с женой, либо рассорить родителей с детьми. Понимаете, для этого делает. Здесь прям такое предупреждение: не верь. Пока глазами своими не увидишь, пока не потрогаешь, не пощупаешь, не верь. Либо искусственный интеллект, либо вам будут говорить чистую неправду и обвинять человека в том, к чему он не причастен и вообще не при делах. Прям нужно быть аккуратнее. Телефонные мошенники, либо недоброжелатели. Еще, мои хорошие, показывают букву А, и буква А как немножко отдаляется от вас. Если вы чем-то новым хотели заняться и уже прям настроились, к этому подготовились, тут, скорее всего, либо что-то будет сдвигаться, передвигаться, либо
Но сами высшие силы немножко вас на стоп ставят, потому что ситуация еще как сырая идет. Да? Вы не думайте, это неплохой знак. Наоборот, вы аккумулируете силы, что-то, возможно, еще поменяется, что вам как в плюс пойдет. И когда вы будете полностью готовы, вы начнете это новое дело, новое занятие, новое увлечение, новые все разные. Это не дурной знак. Наоборот, это для того, чтобы у вас не было промаха, для того, чтобы у вас прям с первого раза все пошло и получилось. Что-то сдвинется, отодвинется. Не критично, может быть, там пару часов, может быть, пару дней, но так к лучшему. Дальше, мои хорошие. Есть человек, который хочет у вас что-то попросить, но не знает, как начать, либо как к вам подойти. Человек с вашей стороны, с правой, то есть это знакомый человек, может, родственник, соседи могут быть даже коллеги на работе. Человеку что-то от вас надо, и человек будет ходить и мяться кругами, да? Вы будете понимать, что с человеком что-то не то происходит, как-то странно, подозрительно себя ведет, плохое не думайте. У человека действительно к вам либо вопрос, либо просьба. Вас никто не хочет обидеть, никто не хочет вас обобрать, ничего дурного здесь не предусмотрено. Просто человек такой либо скромный, либо не знает, с чего начать, может, стесняется, да? Может, вопрос личного характера. Ну, допустим, вы молодая девушка, ну, либо просто даже девушка-женщина. И, допустим, коллега-мужчина ходит там, засматривается на вас, ведет себя максимально странно. А он, допустим, очень хочет вас, пригласить на свидание. Для начала ему нужно спросить, свободны ли вы, да, а дальше уже приглашать на свидание. То же самое мужчина, да, может, девушка какая-то будет рядом с вами ходить, томно на вас смотреть, но молчать. Может быть ситуация, когда у вас там что-то ненужное, да, вы собрались выкидывать, а, допустим, соседям вашим это очень нужно, прям жизненно необходимо. И им как бы стыдно, да, просить ваш мусор, извините за слово, но с другой стороны, они же понимают, что вы все равно на помойку отнесете и выкинете. А тут они так бы забрали по-соседски, да, и вам бы хорошо было, не нужно было надрываться, тащить на мусорку, и им бы было хорошо, да, и такое может быть. Не стесняйтесь спросить, да, ласково, с улыбкой спросите. Может быть, подсказать, может быть, что-то сказать. И человек тогда начнет, и разговор, диалог у вас состоится. Дальше, мои хорошие, с деньгами будьте аккуратней. Деньги любят счет, и деньги, нельзя как-то бездумно в топку кидать. Я не могу сказать, что вы все одинаковые, но у кого-то из вас есть импульс, такой эмоциональный порыв, когда вам чего-то очень хочется, либо когда вы о чем-то задумались, вы прям не отдаете себе отчета в том, что вы делаете. Покупки на эмоциях, покупки, когда у вас голова какими-то проблемами занята. Вот там нужно быть аккуратней, потому что можете такого накупить, потом за голову будете хвататься и думать, что мне теперь с этим делать, да? Как назад возвращать и вообще зачем я это все купила. Поаккуратней будьте. И еще один момент. Проверяйте чеки, проверяйте ценники, проверяйте достоверность стоимости услуг. Допустим, пошли вы там в салончик ногти сделать, вам озвучили ценник, там пусть будет там сумма А. Вы идете на кассу, а вам говорят А плюс А. Вы такая, ничего себе, почему за час, да, либо за 2 часа так цена выросла? То есть вам могут накрутить дополнительные услуги, которые вам на самом деле и не озвучивали, и не оказывали. Да? Будьте бдительны. Мужчины то же самое. Машинка барахлит, либо вы просто хотите проверить. Заехали на СТО, а вам говорят, масло надо поменять. Цена такая-то. Вы меняете, идете на кассу, а вам там еще какие-то доп. Услуги навязали, и ценник вырос в 5 раз. Да? Будьте повнимательнее. Сразу все оговаривайте, проговаривайте. И так и говорите, мне сюрпризы не нужны. Либо я это плачу, либо я вообще ничего не плачу, иду в другое место. И, конечно же, сдачу тоже пересчитывайте, проверяйте. И также, мои хорошие, если у вас где-то дома деньги хранятся, допустим, вы там откладываете небольшие наличные деньги, пересчитывайте.
пересчитывайте, потому что, возможно, кто-то пользуется этими деньгами, вот, а вы-то рассчитываете, что у вас там сумма копится, на самом деле там ничего не копится, там уже, как знаете, заканчивается. Вот, нужно вовремя вмешаться, разобраться, обозначить свою позицию и как бы купировать этот момент. Дальше, мои хорошие, вот здесь показан человек, который через кого-то вам передаст весточку, подарок может передать, послание на словах может передать. Человек, который пристально следит за вашей жизнью, человек, который боится показаться вам на глаза. Смотрите, у кого-то отыграется, что человек боится, что не сможет себя контролировать, да? Поэтому боится с вами встречаться. У кого-то отыграется, что человек чувствует свою вину, да, и стыдно просто смотреть вам в глаза. И через кого-то будет передавать вам что-то на словах, либо какую-то посылочку, подарок вам передаст. Вот от кого в ближайшие 3-5 дней вы что-то получите на словах, либо передачку, подарочек, вот знаете, что этот человек боится с вами встречаться. И это прям 100%. Если вы думаете, в чем причина, почему человек через кого-то что-то мне говорит, либо передает, потому что боится с вами глаза в глаза встретиться. Вот. И пока этот страх присутствует, человек так себя будет вести. Либо вина, либо боится, что потеряет контроль над собой. Еще, мои хорошие, показан момент с детьми. Какая-то суматоха. Дети могут шкодничать, дети могут беспорядок навести. Дети могут захотеть вам, не знаю, там, завтрак приготовить и разбомбить вам всю кухню. Не ругайте сильно на своих детей. Знайте, что ваши дети не специально это все делают, наоборот, просто вот заигрались, да, либо хотели хорошее, а получилось как всегда. Не стоит так сильно эмоционировать и просто поговорите, пообщайтесь, объясните, что вот вы молодцы, приготовили, но теперь нужно кухню вымывать, давайте теперь все вместе помоем. Вот как-то так нужно объяснять. Ну и опять же, если вы не хотите, чтобы ваши дети шалили, не оставляйте долго без присмотра. Вот. Даже если там кто-то старше, кто-то младше, все равно это дети, и у них детское восприятие, понимаете? Вот. Не надо ругаться и не надо надолго оставлять без присмотра. Так, еще мне показывают человека, бубновая масть на левом плече. Но это либо вы, либо кто-то с вами связан. Везение в материальном. Везение, тут может и лотерея даже отыграться. Здесь может отыграться, как, знаете, что-то найти, там деньги найти, либо удачно что-то сделать. Везение во всякого рода там документы, бумаги. Здесь человеку везет, и везет очень сильно. И если человек после везения, повезло, да, например, там что-то хорошее случилось, человек благодарит Вселенную и делает какой-то хотя бы маленький откуп благодарности, то везение, оно как растягивается по времени, еще дольше будет вести. Если вам повезло и вы ничего не сделали, даже никого не поблагодарили, то это везение будет разового характера. То есть здесь у вас возможность, видите, продлить, потому что здесь у вас бубновая масть на левом плече, а здесь вы рукой тянетесь, правой рукой тянетесь к еще одной бубновой масти. А если вы еще что-то делаете, то бубновая масть, она становится больше, разрастается. То есть не забывайте благодарить, не забывайте делать откупы, хотя бы какую-то маленькую частичку, да. Давайте рассмотрим там пример выигрыша в лотерею, да. Хотя я не рекомендую играть в лотереи. Допустим, будет такой пример. Вот вы там выиграли небольшую сумму, возьмите от этой суммы и какую-то денежку пожертвуйте, да, либо кому-то приятный подарок сделайте, кто нуждается. Вот. И ваше везение, оно будет как будто бы растягиваться и во времени, и само по себе будет, да, больше везения приходить в вашу жизнь. Благодарите небеса, Вселенную и делайте маленькие откупы. Так, еще мне показывают какого-то человека, человеку плохо, человек ложится, не знаю, в больницу ложится, либо дома ложится в кровать. Человек как будто бы на несколько дней, а может быть даже недель выпадет из жизни. Это не про вас, но это про того, кого вы знаете. Переживать за этого человека, надо, конечно, но не до надрыва сердца, да, потому что у человека, либо простудное что-то, вирусное, либо
человек там перетрудился, подорвал свое здоровье, да, то есть человеку нужно время на то, чтобы восстановиться. Я не вижу здесь какой-то катастрофы, но человек как выпадет на неделю, либо на несколько недель, да, пару дней выпадет из жизни, и вам придется рассчитывать на себя, либо даже как-то корректировать свои планы. Зеркало. Кто-то будет заниматься собой, своей красотой, либо это профессиональный уход в салоне, допустим, либо это будет домашний уход. Что интересно, вы будете охать и ахать от того, какой результат дает этот уход. Смотрите, одинаково, что профессиональный, что домашний. Возможно, вы попробуете домашние новые какие-то уходовые средства, там, не знаю, масочки, может, вам рецепт классный дали. А может быть, вы в салончик записались на какую-то там супер процедуру. И то, и другое дает очень стойкий, классный результат. Вы прям в шоке. Вы такая, ничего себе, если бы я раньше знала, да я все время это делала. Прям себя не узнаете. Очень хорошо вам сделают, либо вам очень хорошо зайдет этот уход. Прям понравится, очень понравится. Еще, мои хорошие, я вижу упрямого человека, такого, знаете, вот прям, если вцепится, всю душу вытрясет. И этот человек как преследует вас. Что-то этому человеку от вас нужно. Возможно, это касается работы, возможно, это касается каких-то личных моментов. И вот пока вы не сделаете, человек от вас не отстанет. Человек глухой к аргументам, к тому, что вы говорите, к объяснениям. Вот пока не сделаешь, я от тебя не отстану. Поэтому, если вы хотите как можно скорее от этого человека избавиться, лучше сделать и забыть, да, чем вот отбиваться. Очень упрямый, прям глаза налились кровью, вот да и все, либо сделай и все. Ничего не хочет слышать. Но здесь именно человек такой, да, вот по характеру такой человек. Еще, мои хорошие, я вижу, что судьба вас сведет с какими-то интересными людьми. Люди, они и интересные, и какие-то непростые, вот знаете, немножко загадочные. Либо люди скрывают свою истинную личность, выдают себя за обычных людей. Вот мы простые люди. На самом деле люди абсолютно непростые, люди серьезные, крутые, не знаю, супербогатые, либо суперважные. У вас интуиция сразу сработает. Но с другой стороны, я не вижу, что вы там в общении ищете выгоду. Но вы будете общаться нормально с этими людьми как-то в свойственной себе манере. И вы этим людям очень сильно западете в душу, прям понравитесь, эмпатия очень сильная возникнет. И вы об этих людях думать не будете, а эти люди будут думать о вас. И мне вообще идет, что эти люди будут искать с вами в будущем встречу, потому что вы понравились, потому что посчитали вас очень честным, открытым, прямым, симпатичным человеком. Да? И вот мне еще идет, что эти люди будут пользоваться своими возможностями для того, чтобы вам что-то делать, помогать, как-то поучаствовать. Возможно, напрямую, возможно, косвенно. Но тем не менее, вот такое простое знакомство и общение принесет вам такой прекрасный результат, да, особенно в отдаленной перспективе. Но тут сама судьба сводит вас с нужными людьми, что тут скажешь. Вот именно так показали. Так, мужчину где-то будут принимать как родного. Просто вот как родной. Ты наш родной, ты наш любимый. А вас гордость будет брать за своего мужчину. Не могу сказать, кто принимает, и не могу сказать, по какой причине. Но вижу вашу гордость за своего мужчину. Это может быть муж, парень, сын, брат, отец. Вот. Мужчина тоже будет сам в шоке, но он будет как лампочка светиться, потому что ему будет очень приятно. Примут как родного, так мне идет. Объятия, слова хорошие, приятно будет. Дальше маленький медведь. Очень маленький медведь, но обладает какой-то силой, очень мощной, гораздо мощнее, чем у большого медведя. Мне вот кажется, что вам кто-то будет предлагать свою защиту, либо свое участие, вмешательство. А вы посмотрите на человека и скажете: Господи, так мило, ты такой маленький, да, медвежоночек, да, что ж ты можешь? А окажется, что этот маленький медвежонок любого огромного, гигантского медведя просто вот за пояс себе заткнет. Вы просто будете в шоке, когда поймете, насколько силен этот медвежонок. Даже немножко страшно станет. Скажете:
такое может быть, да? О, чудеса! Вот это да! Может быть, это, не знаю, ребенок, маленький ребенок, но он реально очень сильный, да? Там, не знаю, может там, что-то тяжелое поднять, да, либо мужика здорового завалить, сбить с ног, да, может, он каким-то единоборством занимается. Может быть, человек низкого роста, но при этом обладает большой силой. И то же самое, да, большого дядьку может там и согнуть, и прогнуть, и узелок завязать. Прям человек вам продемонстрирует, и вам немножко даже страшненько станет. Вот как внешность может быть обманчива. Маленький медвежонок, но любого огромного медведя в бараний рог согнет. Да. Удивляться, очень долго будете удивляться. Еще, мои хорошие, я вижу у вас птицу. Но эта птица, она как будто бы не спешит, очень медленно летит. Просто такая, знаете, расслабилась и ловит попутный ветер, да. Неспешно летит, но она где-то уже рядом. А вы почему-то прям нервничаете. Вы такая, ну где же птица, где же новости, либо где же письмо, а где же документы? Прилетит, но летит она очень медленно. Уж не знаю там по какой причине. Вот, вы там сильно не волнуйтесь, знаете, что птица уже в пути. Можно даже сказать, что на подлете у кого-то. Там буквально несколько часов, несколько дней, суток, и она все-таки долетит. Все хорошо будет. Ну вот вижу, что вы немножко нервничаете. Дальше какое-то кольцо показывают. Ну, кольцо — это союз. И кольцо — это может быть в прямом смысле слова кольцо. Да? То ли вы себе обретать будете кольцо, то ли вам кто-то может подарить кольцо, либо передать свое кольцо. Ну, допустим, мама, да, у нее там красивое кольцо, она такая, ну, я не ношу, носи ты, дочка. Ну, либо невестка, да, там, свекровь может передать. Также вы можете где-то вот проходить и вот прямо увидите в витрине какое-то божественное кольцо, прям влюбитесь. Мне вот идет, что это кольцо, оно как будто бы само вас выбирает. Вот как будто бы это кольцо на вас настроено. Если вы сами себе купите, либо вам кто-то подарит кольцо, знаете, что оно вам будет приносить удачу. В прямом смысле слова. Удачу. Это ваш будет талисман на удачу. И буквально как только вы оденете, там, не знаю, в первые сутки, вы уже это почувствуете. Действительно классное кольцо, там, либо с любовью подарено, либо у вас энергетики схожие с этим кольцом, да, может там камушки какие-то будут, которые вам там идеально подходят по вашему коду жизни. Ну, во благо идет. Если мы говорим о кольце как о союзе, то вам будут предлагать именно союз, и тот, кто вам предлагает, очень сильно к этому будет стремиться, вот, чтобы быть с вами в союзе. Союзы бывают разные, любовные, дружеские, творческие, деловые, там уже у кого как карта ляжет. И человек будет очень сильно заинтересован, и опять же, этот союз тоже принесет вам удачу. То есть вместе с этим человеком у вас все будет хорошо, и больше везения даже в вашу жизнь будет приходить. Ну, как бы новолуние, да, дает о себе знать, я так понимаю. Так, еще у вас встречи показаны. Встречи у вас разные с разными людьми. Вот смотрите, первая встреча, самая ближайшая, очень добрая для вас, потому что человек, с кем вы будете общаться, прямо расположен в вашу сторону. Вторая встреча, она на дистанции показана. То есть вы и человек будете держать дистанцию. У вас эта встреча, она плавно перейдет в следующую встречу. То есть, может быть, не решите вопрос, либо не сможете договориться. И, допустим, перенесете там, на будущее время. Дистанцию, люди держат дистанцию. Здесь кто-то должен сделать первый шаг. Вы или тот другой человек. Тогда дела у вас улучшатся в этой паре. Третья встреча. Вы на верхушке стоите, а человек вам руки тянет. То есть вы нужны этому человеку, человек, скорее всего, будет просить помощи. И четвертая встреча, ну она какая-то прям очень интимная, я не знаю, как об этом говорить. Там страсть, причем либо взаимная, либо к вам, да, человек испытывает безумную страсть, безумное желание. И это прям на лице написано. То есть там по всем внешним признакам это понятно. Вот такие 4 встречи вас ждут. Так, а в самом венце как будто бы ширмы падают.
Ширмы. Ширмы — это то, что закрывает, это то, что скрывает. Либо у вас глаза на что-то откроются, на то, что раньше не замечали, не знали, либо действительно от вас кто-то что-то прятал и скрывал, да, и эти ширмы падают, и вы понимаете, ага, вот что от меня прятали, что скрывали. Ну, здесь ширмы на вашей стороне, то есть для вас это важно, либо для вас это будет очень полезно узнать правду, либо обрести это ясное видение, чтобы понимать то, что происходит рядом с вами. Здесь момент истины приходит в момент, когда это необходимо. То есть если будете задаваться вопросом, почему я раньше не видела, почему там от меня прятали, просто вам именно сейчас это необходимо, а раньше вам это не нужно было. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.